Как исследовать труднодоступные территории страны? Как научные исследования повлияли на развитие Севера и Арктики? На эти вопросы ответили участники круглого стола «Пути великих свершений от Московского царства до Великой Российской державы». Мероприятие состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве и объединило представителей сразу 15 регионов России. Участники также обсудили итоги работы над исторической серией «Пути великих свершений» и историко-географический проект навстречу 400-летию вхождения Якутии в состав России. Все эти века, оба века, и даже 3 века, Якутия играла огромную роль в истории и в экономике нашей страны, России, Российской империи, Советского Союза. Я хорошо помню ту запись, которую прислали еще во времена царствования после Петровского времени казаки, которые удивлялись, что землю нельзя выкопать, колодцы нельзя выкопать, потому что земля мерзлая. Поэтому новые навыки, новые условия, все это давало основание более широкого взгляда на Российскую империю. И это в этом смысле Якутия была очень-очень важна и интересна. Ну а уже в петербургском здании Русского географического общества представили отчет по следам индигирской экспедиции Сергея Обручева. Советский геолог впервые выделил мощную горную систему, названную впоследствии хребтом Черского. Проводил геологические исследования в бассейне рек Колыма и Индигирка, в результате чего была установлена их золотоносность. По следам Обручева прошли 26 членов экспедиции, в том числе 13 школьников из Уснеры и Тамтора. Их научный подход длился с 26 июля по 24 августа этого года. Мы шли в гору Чон, там ориентировались по фотографиям, шли по его следам, находили разные точки, где он был. И там же мы фактически останавливались. Я занимался разными, собирал камни, минералы, пхи, водоросли, помогал младшим детям, получал опыт у старших.